От всей души благодарим всех, кто пришел сегодня к нам. Национальный центр народного творчества имени Семена Прокопьевича Кадышева приветствует вас на торжественном открытии 3 выставок. Сегодня на открытии присутствуют и сами участники. Давайте поприветствуем их бурными аплодисментами. Наши сегодняшние выставки проводятся в целях сохранения, развития и популяризации изобразительного, декоративно-прикладного искусства и фотоискусства в Республике Хакасия. Экспозиция «Персональная фотовыставка работ Марии Окуневой «Степные голоса» экспонируется в фойе Большого зала, то есть здесь. Мария Окунева, фотограф, педагог и лектор, родилась в Республике Хакасия в 1991 году и проживает в городе Абакане. Сфера интересов – это природа Хакасии и хакасская культура. Мария, хоть и родилась и выросла в Хакасии, но долгое время была вне ее истории и культурных особенностей. Интерес появился, когда она начала работать в Краеведческом музее. И теперь с каждым годом он только крепнет. Мария занимается исследованием национальной культуры через съемку традиционных праздников, народных музыкантов и мастеров, которые изготавливают бубны, чатханы и создают традиционные костюмы. Она проводит лекции по темам «Хакасский традиционный костюм» и комплекс украшений замужних хакасских женщин, функции традиционного нагрудного украшения погон. Олег Леонидович Ковалев, методист по фотоискусству, расскажет нам подробнее о выставочных фотоработах и о мастере. Просим вас. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Значит, мы рады приветствовать вас в этот такой знаменательный, замечательный очень день. Насчет открытия авторской персональной фотовыставки Марии Окуневой. С Марией Окуневой мы познакомились в 2020 году, как бы не так давно. И самое интересное, Мария как бы не только вот как бы снимает, она и снимает репортажные как бы съемки, делает фотографии очень интересные, красивые, но в том плане, что вот самое интересное, вот у нее выставка, задача, цель была сделать выставку, организовать «Степные голоса». Здесь все отображено. Сама Хакасия, степи, горы Хакасии, плюс национальный костюм. Колорит очень прекрасно выглядит, очень прекрасный ракурс, интересная постановка кадров. Вы сами посмотрите, работы очень яркие в отношении, значит, национального костюма. Национальный костюм и именно хакасский музыкальный инструмент очень грамотно осуществляется передача на снимки. Так что, что я хочу пожелать? Самое главное, больших, огромных творческих успехов. У нее достижения очень довольно сейчас серьезные, большие. Она, кстати, у нас еще и была награждена конкурс традиции и современность с дипломом. И, в принципе, сейчас у нас есть такая интересная задумка с Марией Окуневой, что сейчас планируем как бы выставить работы Марии Окуневой, тоже индивидуальные персональные работы, на фотовыставку в город Москву «Моя семья», потому что год семьи. Я думаю, мы добьемся там тоже интересного, хорошего, отличного результата. И хочется пожелать автору еще раз огромных творческих успехов и крепкого здоровья. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется автору выставки Марии Окуневой. Под ваши аплодисменты, друзья. İzlenler Prayzına. Şazı önleri tipsallar. Gözedek Хакасшының киберлеріне базы аны хайрылып жатқан кезелерге шары даушан. Сонларда аймақ шаяши улус бар, улух ұстырдың басты, шит үгреншілеріне шитірі. Бұл көзедерде ертерерге першеткен ұшу Министерство культурасы Кадышев адының шаяши кеннің Августир Савыншан, базы Олег Леонидович Ковалев.
Аунжа Алхыстапшам, Алхыс Пулзын Празина. Еще раз хочу поблагодарить тех, кто занимался этой выставкой. Олегу Леонидовичу большое спасибо за такой индивидуальный подход. В выставке «Щазы Пендари. Степные голоса» мне хотелось показать традиции нашего хакасского народа и, главное, тех людей, их портреты, которые занимаются сохранением этих традиций и передают их дальше своим ученикам, своим детям. И здесь есть портреты как преподавателей игры на читхане, вокала, игры на тимер-хомусе, хоборхе, других хакасских инструментов. Также здесь есть портреты хакасской мастерицы Айхысы Вешевой, ее дочери, которой она передает свое мастерство по созданию хакасских национальных костюмов. И в дальнейшем мне бы очень хотелось продолжать самой знакомиться с разными аспектами нашей культуры и показывать вам все то, что я увидела, с чем познакомилась. Большое спасибо. Давайте еще раз поаплодируем замечательной Марии Окуневой. И следующая наша выставка – это республиканская выставка изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел, а также сувенирной продукции. Экспонируется эта выставка в фойе выставочного зала. Целью выставки является ознакомление с творчеством народных мастеров и ремесленников нашей республики. Основной акцент в экспозиции сделан на изделия, выполненные в традиционных технологиях исполнения. Это резьба по дереву, национальные куклы в сувенирном исполнении и изделия, выполненные из кожи, текстиля, войлока, керамики и бисера. Наши умельцы работают в самых разных техниках и направлениях. Изготавливают сувенирные изделия, которые воплощают национальную культуру, историю и этническую самобытность региона. Разнообразие направлений в творчестве художников-любителей, мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел создают на территории Республики Хакасия богатую палитру творческой жизни. Каждый из мастеров обладает уникальными самобытными технологиями и методами работы. И главное – это настроение, чувства и эмоции, которые ощущаются в каждой творческой работе мастера. Каждая работа по-своему прекрасна и оригинальна, а большое разнообразие увлекает и завораживает. Поэтому просим вас обязательно взглянуть на эту выставку. И следующая наша выставка проходит в фойе малого зала. Это республиканская выставка-конкурс детских рисунков «Сказки на все времена», посвященная 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин внес огромный и поистине бесценный вклад в русскую культуру. Его легендарную личность еще при жизни сопровождали вымышленные истории, мифы, загадки, которые волновали современников и до сих пор не оставляют людей равнодушными. Многие известные имена художников связаны с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Это Александр Бенуа, который иллюстрировал «Медного всадника», Михаил Врубель, который показал читателям и зрителям пушкинскую «Царевну-лебедь», а также иллюстрировал сказки великого поэта и Иван Билибин. Данная выставка играет особо важную роль как одно из средств идейного, просветительского и эстетического воспитания и как форма поощрения творчества среди детей и молодежи. Юные художники с большим вдохновением и энтузиазмом приняли участие в выставке, ведь сказки Александра Сергеевича все знают и любят почти с рождения. Тематика поражает разнообразием. Иллюстрации к таким произведениям, как сказка о царе Салтане, сказка о золотом петушке, поэма «Руслан и Людмила» и многие другие. Техника выполнения также очень разнообразна. Это гуашь, акварель и гелевая ручка. Рисунки отличаются четкостью композиции и колоритом красок.
Участниками выставки конкурса стали дети и подростки со всех районов нашей большой республики в возрасте от 8 до 16 лет включительно, по 3 возрастным группам. Младшая от 8 до 10 лет, средняя от 11 до 13 лет и старшая от 14 до 16 лет. Выставка-конкурс проводится по 2 номинациям. «Мой любимый герой сказок Пушкина» и «Лучшая иллюстрация сказки Александра Сергеевича Пушкина». По окончании победителям будут вручены дипломы 1, 2 и 3 степени. Участники, не получившие призовые места, будут отмечены дипломами за участие. От всей души благодарим всех участников конкурса и желаем им, конечно же, дальнейших творческих успехов и побед. Познакомиться с творчеством мастеров можно ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 часов. Выставки продлятся до 28 июня. Дорогие друзья, может, кто-нибудь из гостей желает поделиться своими впечатлениями? Просим к микрофону. А мы, дорогие друзья, надеемся, что вам понравилось, и вы обязательно придете к нам в гости еще раз. И помните, что двери выставочных залов нашего учреждения всегда открыты для вас. Приглашайте друзей, знакомых и родственников. И приходите и обязательно смотрите и наслаждайтесь творчеством. А сейчас хотелось бы предоставить слово Олегу Ковалеву. Минуточку внимания, дорогие друзья. Недавно у нас прошел фотоконкурс «Салют Победы». Значит, и в номинации «Этот день Победы» мне хотелось бы поздравить с дипломом 3 степени Кичееву Ирину Леонидовну. Нет, да, не подошла еще. Ладно, хорошо. Значит, призовое место также в фотоконкурсе за победу в республиканском фотоконкурсе «Салют Победы» в номинации «Этот день Победы» диплом 2 степени хотелось бы вручить Кутуевой Лилии Дергановой. Подойдите, пожалуйста, сюда. Поздравим автора. Так, и вот еще интересный у нас результат по республике Хакасия. Значит, у нас дипломом 1 степени награждается Зиновьев Иван Станиславович по фотоконкурсу город Саяногорск. Пройдите вас. Больших успехов всем, кто занимается фотоискусством и просто искусством, и художников хотелось бы поздравить, писателей, поэтов и так далее. Кто связан с творчеством, также и музыкой, и, в принципе, где мы работаем, сами понимаете, Центр культуры народного творчества. Всего доброго, спасибо. Дорогие друзья, а теперь мы просим вас пройтись по залам и ознакомиться с замечательными и прекрасными работами наших мастеров. До свидания, до новых встреч! Есть спонтанные фотографии или все-таки есть такие, которые позируются специально? Такие вот просто вот, бывает же такие хорошие моменты. Я думаю, на серия просто редко Юра, подойди с фотоаппаратом, сфотографируем. Сейчас, пожалуйста, коллективная фотография с автором выставки Мария Окунева. Подойдите, пожалуйста, сюда. По центру размещайтесь возле нас. Ребята, пройдите сюда, пожалуйста, фотографы. Проходите, проходите. Нас фотографируют. Валера, Иля, с автором выставки. Замечательно. Жена дети, голоса, она очень
Валерий. Что? Валерий. Очень прекрасно. Короткую там прижить. Скажите, вот это про свои работы. Выставка здесь съемка с мастерицей, которая создает хакасскую национальную одежду. Ее зовут Айхыс Тиндешева. И фотография ее дочки в платье, наброшенном на плечи. То есть она как раз своей дочери передает свое мастерство и учит ее шить хакасские платья, сигидеки, делать украшения и так далее. А дочку как зовут? Дочку как зовут? Алтынай. Вот. А дальше ребятишки, они... Вот это из Это руки моей тети, она живет в Белом Яре. И вот она передала мне ПВО моей бабушки. Как раз эта фотография сделана вот в тот день. Здесь она жжет ПВ и окуривает нас. А тетю зовут Галина Алексеевна Шалгинова. А бабушка наживает? Бабушки нет. Я с ней не была знакома, она вот умерла задолго до моего рождения, но вот теперь она ПВО вот свое передала. А у тебя уже было мясо было сразу? До свидания. Спасибо вам большое. Ладно, За такое скончание. Чедновый. Танбаев, Юлия Танбаева. Он хочет
Валерьевна, Юлия Валерьевна Бонбаева, она я столға шысты. Оға еттік, оны брезет машины, высыл машины, не высыл. Қолдан, я қолдан еттікемден хостары. Чебактан еттінші. Аманда Сагатаева Татьяна Николаевна Асқыстан. Ана мында сумкалар көшеем. Шопер, алдық немелер тимлершілер олардан оға шақсы кізлер шыттырбыр алдық сумкаларға. Отадыр орнамент, хакас орнамент радынары қайық тасышты. Мында орнамент андығы ана тимлер оларда тимлер сөйтіп ой, не ходит. Ой, тугудан кистан я вот. Анда еще орнаменты берген, Ханза тоже пес медленно сумочка, а ты подушка.